Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши добрые, хорошие комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, благодаря вам мой канал развивается. Огромное вам спасибо. За вас прошу высшие силы каждый день, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Главное событие в вашей жизни в этом месяце. Давайте же посмотрим, что вас ждет. Кому тема интересна, пожалуйста, настраивайтесь, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое главное событие в моей личной жизни произойдет в этом месяце? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Какие события и какое самое главное в личной жизни ждет вас в этом месяце? Какое главное событие ждет вас в этом месяце? Какое главное событие ждет вас в этом месяце? Так, интересно. Девочки, на самом деле события 3 будут. Вот, смотрите, 1, 2, 3. 3 события вышли. Я спрашивала про главное, главное мне показали. Но при этом есть еще и 3 других события, которые отыграются в вашей жизни. Смотрите, начну я по порядку, по возрастающей. Да, вот так начну. Смотрите, первое событие это избавление от какой-то конкуренции. Конкуренция, которая присутствовала. Эта конкуренция могла быть у вас, например, с другой женщиной. Вы могли конкурировать за одного и того же мужчину. Могла быть конкуренция в семье. Например, вы в браке, в отношениях. И вы как будто бы конкурируете со своим мужем, либо любимым человеком. Ну, конкурировать можно по-разному. Да? Можно бодаться, кто из нас главный в семье, да, и чье слово решающее, а можно действительно там в работе конкурировать. Вот я вижу, с кем-то вы боретесь. Вот вы боретесь, причем так достаточно плотненько, да. Если есть треугольник, то смотрите, победа будет сложной, но победа будет за вами. То есть прям человек, с которым вы боретесь, в конце, прям это будет в самом конце месяца, человек придет и признает, что все, победила. Ты победила. Я снимаю шляпу, ухожу, там, ну, сдаюсь на милость победителя. Понимаете, вот такая ситуация произойдет. Но, честно скажу, от вас потребуется много сил, усилий, стойкости, выдержки, потому что будет момент, когда вы просто, ну, какая-то усталость на вас навалится, и вы захотите опустить руки. Не опускайте, боритесь. Если вам дорог человек, если вам дорого то, за что вы боретесь, у вас получится. Например, вы можете быть жена, да, и там муж загулял с кем-то, и вы будете бороться с соперницей, либо наоборот, да, мужчина никак не может решиться, и вот соперница там ваша козни строит. То есть я вижу, что правда будет за вами, что вы победите именно в этой ситуации. Победите, потому что сильная, победите, потому что так должно быть. Так должно быть. Эта ситуация именно ваша будет. Опять же таки, да, усталость, очень сильная усталость от этой борьбы. Прежде чем вообще в эту борьбу вступать, вы вот лучше подумайте, а нужно ли вам это? Нужно ли вам это? Главное, чтобы вы не разочаровались, когда победите. Вот, потому что такой момент тоже может быть. Но знайте, что победа за вами выглядит. Вот змеиная голова, она отсеченная идет. Отсеченная змеиная голова, ну, змея это соперники, враги, то есть у вас это получится. Второе событие это признание, которое вы получите. Тут признание может быть и признанием, как человек вам признается, что я там тебя люблю, что я тебя хочу, я тебе мечтаю, ты мне нужна. То есть неожиданное признание от человека, ну, от которого там и не ожидали, да. Ну, вплоть до того, что может, кстати, и муж признаться, да, вот муж, который там молчун, сапун, да, который не может лишний раз сказать там
дорогая, не то чтобы люблю, дорогая, вдруг человека прорвет. Человек придет, закидает вас комплиментами, на колено встанет, я не знаю, там что-то подарит дорогое и будет вам рассказывать всю ночь напролет о том, как сильно вас любят. Понимаете, вот такой момент. Здесь именно идет какой-то яркий момент, когда вам признаются, когда вам рассказывают о своих ярких чувствах, о эмоциях, о том, что вы уникальная, прекрасная, самая-самая, разбили чье-то сердце, что вы теперь хозяйка этого сердца, и мало того, сердце еще и душу в придачу вам отдают. Понимаете, вот такой момент вас в жизни ждет. У кого-то, еще раз говорю, да, муж вдруг неожиданно расчувствуется и будет вам признаваться, а у кого-то совершенно нежданно-негаданно человек, от которого не ждали. Да? Вот кто-то раскроет перед вами свое сердце. Раскроет, но честно, я так скажу, что вы как-то прохладно к этому всему отнесетесь. Конечно, будет приятно. Ну кто? Приятно будет, да? А что тут нет? Приятно будет, но при этом вы как будто бы... Если это незнакомый человек, то вам и не надо, да? То есть этот человек вам, как мужчина, например, не симпатичный. Вы скажете, спасибо, конечно, что с этим делать? Я не могу принять, да, ваше сердце, вашу руку и прочее. Но я вам советую, в принципе, так присмотреться к человеку, да, хотя бы пообщаться, объяснить ситуацию, что я не такая, что я не могу с первым встречным, поперечным, да, вступать в отношения. Давайте попробуем там пообщаться на дружеской нотке, а дальше будем смотреть, что из этого выйдет. Знаете, этот человек мне идет как человек, который может для вас что-то делать, который может для вас, не знаю, помочь вам в каких-то делах, каких-то обязанностях, что-то вот именно для вас нужное и полезное сделать. Этот человек не нахал и не хам. Почему так произойдет вот это признание? Тут момент, то ли он будет под допингом, да, выпивший будет, либо... знаете, вот как-то вот любовь в голову ударит, не знаю, вот прям он сам от себя не ожидает. Но когда вам это все расскажет, прям сам испугается, да, как я так осмелел и все это рассказал. Но если муж, то от мужа, конечно, тоже будет приятно выслушать это все, но в то же время, да, в принципе, вы от мужа немножечко другого ждете, да, чтобы он более активно действовал в семье, в отношениях, там, обеспечивал, был бы там более добрым, открытым, не знаю, там, помогал бы вам, не обижал бы вас, да, то есть как бы признание это приятно, но, как говорится, в карман не положишь, да, то есть вот это вас вдохновит, то есть почувствуйте себя королевой, корону на голове почувствуете, но в то же время это вас не испортит, то есть вы не загордитесь, но зато у вас появится как мотивация, да, чтобы там лучше выглядеть, там красивее одеваться, знаете, как захочется именно блистать и сиять. Захочется рассказать кому-то, понимаете, вы будете кому-то что-то рассказывать, делиться, с подружками общаться. Вот такой момент. Кстати, ждите вот в этом месяце, что вас будут как-то безумно хвалить. Вот у вас именно вот это второе событие, кстати, оно такое достаточно объемное, несет в себе мало того, что страсти очень много, признаний, вот этих вот слов признательных, так еще и хвалы. Вас хвалят. Вы на вершине стоите, и вас, вот просто звезда на вас падает. Вас хвалят, вам комплименты, прям комплименты посыпятся со всех сторон, от мужчин, от женщин. Там могут хвалить за то, что вы там вкусно готовите, либо что-то вы делаете, как вы выглядите, какой дом у вас замечательный. Очень много вот прям хороших, добрых слов вы услышите о себе, о своей персоне, о своих способностях, о своих возможностях. Ваши семейные вами будут безумно гордиться, и даже вам будет немножечко неудобно, да, вот как стыдно. Вы запомните, девочки, стыдно, когда видно, а когда по делу, так это приятно должно быть. Запомните это состояние, сохранитесь в нем. Оно для вас очень такое, знаете, лечебное, я бы даже сказала. Вот когда вы в обществе, когда много людей, и люди хорошо к вам настроены, действительно хорошие, честные, искренние люди, и говорят вам честно, открыто спасибо от сердца, они дарят вам частичку себя, тем самым пополняют вашу энергетику. Я честно вижу, что вы как подустали немножко, понимаете, вот вы реально как-то подустали. И если вот это еще борьба у вас конкурентная происходит, то
Здесь прям, я не знаю, вы как выжатый лимончик у меня идете. Кстати, вот эта борьба, да, вот второе событие, если вы замужем, боретесь с мужем, то муж признает, что вы гениальная, что вы неповторимая, и что вы и есть и сердце, и душа, и голова вашей семьи. Понимаете, от мужа услышите эти слова, плюс еще и там расскажет, как сильно любит вас, да, как сильно гордится вами и восхищается, что был неправ, и попросит 10 тысяч раз прощения. Понимаете, девочки, оно того, в принципе, стоит. Но устанете, принимайте, кстати, вот побольше благодарности, принимайте гостей, не отказывайтесь ни от каких встреч, потому что они вас заряжают. Так, ну и главное событие — это счастье в любви. Счастье в любви. Здесь у вас как раз-таки, ну, месяц, где-то серединка, конец, заканчивается просто какое-то безумное страстное влечение. Причем даже если вы замужем, то с мужем у вас прям там заиграет все, как будто бы заново, да, вот прям сами от себя не будете ожидать. Как будто бы первый раз, да, как будто бы только познакомились, как будто бы в медовый месяц. Настолько жаркие, яркие отношения вас ждут. Но здесь прям интимная тема, очень близка, когда два человека, мало того, что они в одном сердце, они еще и горят, понимаете? Сердце горит вот страстью, искорки летят во все стороны. Если вы не замужем, если вы одинокая, то тут, понимаете, с вами случится именно страсть. Вы с человеком, вот, который вам признание сделает, скорее всего, вот прям вступите в страстные отношения. Я не буду говорить, что я вижу какую-то безумную любовь. Нет, я ее не вижу. Я вижу безумную страсть. Страсть, которая как цунами накрывает с головой, из которого, знаете, как затягивает, да, но выбираться из этого моря любви не хочется, понимаете? Вот что я вижу. Вас ждут какие-то безумные страстные моменты в жизни. Страсть, огонь, вот какие-то вот прям желания, да, на уровне животных каких-то инстинктов. То есть я даже могу так сказать, что, скорее всего, в жизни у вас и не было, да, не было таких ощущений от интима, которые вот вас ждут в этом месяце. Вы знаете, вы меняетесь, сколько бы вам лет не было, и вы меняетесь, вы, ну как сказать, да, дошли до того уровня, когда женщина начинает испытывать именно те самые яркие ощущения, ну, которые должны быть, да, в интиме. Вы как-то вот расслабились. Да, раньше почему у вас такого не было? То вы какая-то были вся такая, знаете, как пружинка, натянутая, сдержанная, зажатая. Вот вы вроде как с мужчиной, да, и вроде по желанию, по любви, но у вас всегда половинка мозга думает о каких-то делах, о каких-то проблемах. А тут вы, понимаете, как вы, во-первых, немножко как подуставшие идете, во-вторых, вы будете обалдевшие от этих всех признаний, и вы просто, ну, пустите все на самотек. И, девочки, вам так понравится, у вас люди узнавать перестанут, насколько вы будете хорошо, прекрасно выглядеть, блестеть, сиять, счастье будете, понимаете, излучать вокруг. Вы, пожалуйста, булавочки. Обязательно прикалывайте к одежде булавочки маленькие, чтобы вас не поглазили, потому что будут смотреть, кто с восхищением, а кто с завистью. Так что, девочки, берегитесь. Середина, конец месяца просто огонь. Огонь и все, как хотите. Месяц, конечно, очень-очень жаркий. Мои милые, всего вам самого наилучшего, самых ярких ощущений и чувств, и чтобы вы так и дальше продолжали идти в следующий, потом еще один месяц, да, и так до конца своей жизни. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.